Здравствуйте! Клуб маршрутами Удмуртии второй раз проводится в формате онлайн. В начале 2020 года вышла первая серия тревел-сериала «Супер Удмуртия». Мы пригласили продюсеров этого сериала Льва Рогожникова и Александра Мерзлякова, а также ведущего Дениса Назарова. Как к ним пришла идея снимать сериал про Удмуртию, чем они вдохновлялись и что увидели интересного, расскажут наши гости. Добрый вечер, меня зовут Денис Назаров, я ведущий проекта о путешествиях «Супер Удмуртия». Этому проекту он очень молодой, мы начали делать этот проект в прошлом году, в этом году, в феврале месяце, начали планировать, очень быстро запланировали съемки пилота и, собственно, сняли его. На сегодняшний день у нас абсолютно готовы и доступны для просмотра 5 серий. И, собственно, вот. Сейчас, наверное, у нас осенние каникулы, пожалуй, сейчас проходят. Вот. Но 5 серий уже готовы, и их можно посмотреть. Проект «Супер Удмуртия» со стороны может показаться, и если вот о нем рассказывать, классический проект о путешествиях, когда люди выезжают куда-то и рассказывают о каких-то местах. Мы такому же принципу следуем. Мы выезжаем в районы, в деревни, в села, в города Удмуртской республики, и рассказываем о них по-новому, как мы это видим. Мы показываем давно знакомые места, всем, возможно, хорошо знакомые места, так, как мы это видим, так, как мы это чувствуем. Мы бываем в местах также, наверное, малоизвестных. Лично, не знаю, я вот по себе сужу. Мы были в возрожденной деревне Мувыры. Ей чуть больше 30 лет, и это место, которого 30 лет назад вообще не было на карте. То есть оно сначала было, потом его там растолкали, как это называется, и полностью сравняли с землей. И потом пришел человек, который в этой деревне родился, но вот он был в армии, пришел, деревни уже нет. И он очень кинематографично встал на склоне. Перед ним была река и вот эти бескрайние удмуртские просторы. Он сказал: я даю обещание сейчас. Он давал обещание своей матери, которой уже тогда не было, что он возродит деревню. И вот уже 30 лет, у меня даже сейчас мурашки по коже, это прям сильно, наверное. И вот уже 30 лет они капитально деревню поднимают, и у них там планируется строительство завода небольшого. В общем, там все так свежо и все так счастливы. В общем... Мы поехали в первый раз в город Сарапул, и это было, наверное, так. Мы долго не выбирали. Если бы мы выбирали, мы бы, наверное, не выбрали большой город, да? Но тут посчитали так. Надо с чего-то начать, нужно быстро дать себе импульс хороший и начать делать, долго не выбирая. Поэтому мы поехали в Сарапул, сняли пилотную серию стартовую про Сарапул, там же заехали на кузнечный двор Морок, там паковали как следует, отожгли, что называется. Вот, и побывали в краеведческом музее, и так появился пилот. Потом в дальнейшем мы начали уже выбирать какие-то места, но этим занимаются больше продюсеры. Но мы тоже все это дело обсуждаем. И лично для меня вот пока мы выбираем самые интересные места, но мне кажется, что мы, в принципе, можем поехать куда угодно. Мы можем вернуться даже туда, где мы уже были, просто потому что мы посмотрим на это иначе. Мы расскажем об этом по-своему, в своем темпе, со своими шутками, пообщаемся с другими людьми. Вот так, пожалуй. Как многие крутые названия, оно появилось совершенно спонтанно. У нас, конечно, появился чат, общая переписка, и мы просто устроили спонтанный мозговой штурм. И обсуждали, говорили на тему того, что мы делаем, для чего мы делаем, чем мы отличаемся от других и как мы хотим рассказывать об этих путешествиях, об Удмуртии. И так получилось, что, ребята, где-то появилось слово «супер». Без слова «Удмуртия» вы понимаете, не могли обойтись. Поэтому у нас вот так вот спонтанно в таком штурме вдруг из хаоса появилась «Супер Удмуртия». И, собственно, потом нам уже было очень-очень на руку и очень приятно использовать это как такой настрой, как концепцию. Супер Удмуртия, супер люди,
супер места, супер маршруты. В этом смысле, как элемент маркетинга, это нам показалось работает очень хорошо. Я могу говорить только за себя. Может быть, у продюсеров, допускаю, что у продюсеров на уме не только деньги, и что у них тоже что-то внутри есть, сердце, и оно не изо льда и не из камня. Вот. Лично мне всегда была близка земля, природа, лес и деревня в том числе, ну, хоть я там и не рос. И поэтому сейчас, возвращаясь раз за разом в новые места, они отличаются, потому что это все-таки не столица. Мы тоже провинция, а там на периферии, там все еще как-то как мне кажется, проще, естественнее по-настоящему. Особенности деревни и села. Поэтому каждый раз, возвращаясь туда, я прям душой и телом отдыхаю, встречаясь с людьми, и мне это доставляет большое удовольствие. Ну и внешне, если оценивать реакцию всей нашей команды на путешествие, все под впечатлением, хоть и не все показывают. Ну, я опять же про продюсеров говорю. Железные люди. Я живу в городе, но надо признаться, у меня зависимость. У меня зависимость от леса. Я там очень много времени провожу, и, ну как много, стараюсь проводить. Я люблю природу очень. Ну, удмурты же говорят, люди леса. О, да. В этом смысле я 100% удмурт. Вот. Не такой обидчивый, хотя, может быть. Их можно посмотреть на YouTube, но стартовать можно, наверное, с нашего аккаунта в Инстаграме. Он так и называется «Супер Удмуртия». И там уже есть все возможные ссылки. Серии можно смотреть прямо в аккаунте в Инстаграме, то есть там красивая, понятная картинка. И все 5 серий у нас по ленте разбросаны с анонсами, со всем остальным. Я поделюсь с вами. И ссылка в описании. Так, можно говорить, да? Ну, класс, Вот там можно это будет все посмотреть. У нас 2 ведущих, у нас 2 продюсера, у нас 2 оператора, у нас один пресс-секретарь, нет, человек, который занимается связями с общественностью, работает в медиа, занимается контентом и пресс-релизы делает. В общем, человек, который в медиа рассказывает о нас. Итого, 7 человек. Но операторы могут дополняться и меняться в зависимости от возможностей команды ехать куда-то. И поэтому какие-то минимальные перестановки тоже возможны. Ну и у нас есть гости наших проектов. Мы их приглашаем из раза в раз. И, наверное, их тоже можно считать частью команды, хотя вот, они могут называть себя амбассадорами Супер Удмуртии. Некоторые уже так называют, очень приятно. Вот. Операторы точно профессионалы, продюсеры наверняка тоже профессионалы. Ну, то есть мы занимаемся, наверное, кроме операторов, которые занимаются напрямую съемкой, занимаются, мы занимаемся разными вещами. То есть вот я, например, профессиональный ведущий, играю в театре и занимаюсь вот схожими, смежными медиапроектами. То есть где-то нахожусь либо перед камерой, либо с микрофоном. Поэтому, собственно, я в проекте. И тут да. В этом смысле люди точно знают, что от них ждут и что они могут дать. О, да. Я просто предался ностальгии по временам до пандемии. Так здорово. Так круто. Трудности, мы их, честно, не ощущаем, но мы, конечно, активнее ездили мы активнее снимали и чаще встречались и больше делали. Сейчас, конечно, немножко все поутихло. То есть мы сняли последний выпуск про родину Бабы-Яги. Там у нас ограниченный состав команды ездил, но все-таки вот 5-ю серию мы сняли. И пока что у нас перерыв. Небольшие проекты, но серию пока мы не снимаем. Вот. Что же еще классно? Перспектива. Конечно, мы планируем покрыть Удмуртию, вот все самое классное взять, а значит практически все. И были разговоры у нас в нашем узком кругу о поездке за пределы республики, например, в Татарстан. Супер Удмуртия в Татарстане. Ну, то есть проект вот
выстреливает. Из такого локального он разрастается и выходит на другие широты. В каком театре я работаю? Театр называется «Ле Партизан». Это при Центре современной драматургии и режиссуры. Вот. Я там занимаюсь тем же, чем я занимаюсь в Супер Удмуртии. Поддерживаю себя в тонусе, в таком творческом тонусе. Неважно что, неважно куда. Главное, ребят, давайте что-то делать, если это хорошо и здорово. Вот так вот. Самое классное в проекте, наверное, в Удмуртии то, что лично по моему опыту почти в каждое место, из которого мы уезжали, где мы были, о котором снимали сериал, туда хочется вернуться. И это большая заслуга не только места, но это, наверное, понятно, что, не знаю, мне кажется понятным, что это большая заслуга людей в первую очередь, потому что мы приезжаем, и нас везде встречают, нас везде угощают. И не просто потому, что надо, не просто, чтобы выдержать какую-то форму, да, и какие-то приличия элементарные, но каждый раз это очень человечно, очень, очень душевно. И сидишь вот так вот прям, и вот мурашки прям по коже каждый раз. Вот, в зависимости от места, но в каждое место хочется вернуться. Когда это чувство пропадет, я думаю, что проект тоже пропадет. Достаточно сложно охарактеризовать удмуртов только по опыту, который есть у меня. Наверное, это моя мама. Я вот с ней могу сравнить. Безусловно, трудолюбивая, скромная, готовые помочь, услужить, быть полезными, ответственными. И, ну, пожалуй, так, из того опыта, что есть у меня. Я слышал, что удмурты когда-то вешались на вратах своих врагов. Слава богу, серьезно, да? То есть, ну, это просто сложно себе представить. Самоотверженность и что-то еще. Удивительная штука. Вот, и это загадочно, говорят, загадочная русская душа. Я думаю, что это вообще всех касается. Удмурты в этом смысле тоже достаточно непростые. Вот, они мягкие, они временами очень общительные, временами очень закрытые, но если подобрать к ним свой маленький ключик, то удивительная история получается. Вот. Я думаю, что это вообще всех касается на самом деле. Но если вы спросили про удмуртов, я думаю, что они не исключение. Там просто будет своя удивительная история. И это каждый раз. Это просто безумие. Зачем мы везем с собой еду, когда каждый раз, когда вот мы приезжаем, и нас встречают перепечами, табанями? Ох, боже мой, что ж мы там еще ели? Что ж мы там еще пили? Кумышка, да, это Киясовский район, одна из ныне сохранившихся языческих деревень. Ну, Карамас-Пельга, да. Они до сих пор, у них работают жертвоприношения, случаются. Вот. Хотя, возможно, это все вымысел. Может быть, я придумываю, но нет. Нам устроили там безумный свадебный ритуал, в процессе которого кормили очень обильно перепечами, табанями, зеретом и кумышкой. И, собственно, это просто было безумие. Это было танцевальное ритуальное безумие, после которого очень было сложно. И когда нас уже поженили с моей соведущей, я последним выходил из этого дома. Там очень низкие проемы дверные. Ну, там все это замешано, опять же, на мифе, на божествах, на богах, на всем остальном. Да. Видимо, где-то я что-то сделал не так, не той рукой перепечку положил в рот, но когда я выходил, я так больно ударился, настолько сильно, что я просто отлетел. И я думаю, первая мысль, которая пришла мне в голову, это точно не просто так. Это точно с чем-то связано. Это точно какая-то мифическая история, и, как быть? Вот. В общем, нагрузили нас очень сильно там по всем статьям, и вышли мы оттуда одухотворенные определенно. И немножко под шофе.
Под шофе, раз. Вот так вот. И, кстати говоря, мы планируем, продюсеры, надеюсь, соврать не дадут, мы планируем выезжать на съемки серии вместе с гостями. То есть мы берем с собой группу, и все желающие едут с нами и, собственно, совершают с нами это путешествие. Ну, а мы их, собственно, мы им рассказываем, показываем, они уже там как-то в своем темпе, в своем режиме передвигаются. Не совсем. Мы приглашаем людей в путешествие вместе с нами, вместе с Супер Удмуртией. То есть по тому маршруту, по которому мы пойдем, в том темпе, в котором мы захотим. Вот, это не совсем. То есть там нет на данном этапе никаких путевок. Мы просто приглашаем вместе с нами сделать это. Мы встречаемся, мы предварительно встречаемся и согласуем сценарий. У нас этим занимается вот наш контент-менеджер, да, который в соцсетях работает. И у нас совершается также до этого еще и такая разведывательная поездка. Мы приезжаем на место и смотрим, что интересно поснимать, о ком интересно рассказать. Потом согласуем сценарий и примерно мы планируем день или два на съемке. И, собственно, едем с утра. И прям до вечера снимаем. Самые большие съемки у нас, самые длительные, они были 12 или 13 часов. Как-то какое-то было безумие. Такое прям безумие, но находится какой-то резервный генератор, и понеслась. Я думаю, что с людьми по-другому как-то и не бывает. Ну, то есть люди заряжают. Нет, с первого раза, конечно, не получается, там, потому что много технических моментов в плане звука хотя бы. Вот сейчас на мне петличка, и это все довольно компактно, но у нас есть очень много проводов, которые нужно положить в один маленький карман. И я, пожалуй, 2 микрофона уже сломал, вот пока то да сё, пока кумышка, все дела, ну вы понимаете. Вот, и бывает, что где-то звук не записался, где-то кадр, свет или что-то еще, где-то лишний человек в кадре может быть, то есть, но это все простраивается заранее, мы, конечно, этот процесс оптимизируем, чтобы все сделать максимально быстро, удобно и красиво. Во-первых, конечно, раз уж я в библиотеке, я бы хотел пожелать не забывать про печатное слово, про книгу. Вот. Достаточно высокопарно звучит, но почаще и побольше читать. И достаточно законченно звучит, да? Побольше и почаще читать. Да, я хотя чаще я слушаю аудиокниги, но вот у меня с собой всегда пара книжек лежит, которым я ищу возможность, которые ждут своей возможности где-нибудь, вот, например. У меня с собой сейчас я вам скажу, что у меня с собой. У меня с собой Марк Аврелий, наедине с собой. И еще у меня Бхагавад-гита с собой. Подарок от друга и с наилучшими пожеланиями. И она так прямо и читается, с наилучшими пожеланиями, прям вот от души. Еще я не дочитал «Графа Монте-Кристо» и думаю, вот я пришел к вам сегодня. Может быть, сговоримся? Вот так вот. Читайте и будьте любимы. Вот так. Круто.